Информационная пропаганда сегодня самое главное оружие в руках экстремистов. С помощью лжепроповедей им уже удалось заманить к себе большое количество молодых людей. Конечно, огромная роль здесь мировая паутина. В интернете нет числа видеороликам и статьям экстремистского характера, негативно влияющих на умы подрастающего поколения. Миллионы видеороликов, сопровождающихся призывами к войне или межрелигиозной розни. Я узнала, что нельзя ссылать разные соцсети, смотреть там разные видео, ставить лайки. В интернете это такая социальная сеть, где можно получить так и хорошую, так и плохую информацию. Одними поучительными наставлениями сегодняшние гости не обходятся. Ребятам показывают в видеороликах, к чему приводят проявления экстремизма и терроризма. На видео кадры после нападения бандитов на республику в июне 2004 года. Школьники и студенты, чаще всего именно в учебных заведениях, происходят попытки вербовок молодежи в незаконные ряды. Поэтому очень важно, чтобы сейчас молодые люди понимали, к кому стоит прислушиваться. Я не понимаю, почему сейчас люди уезжают туда, заботиться о своих родителях, помогать им. Вот что я думаю, это настоящий лозунг. Терроризм не щадит никого, ни женщин, ни детей, ни стариков. Это беда и боль всего общества. И бороться с ним мы должны все вместе. Подводят итог встречи организаторы. Главная цель – предупредить и оградить от дурного влияния подрастающее поколение. Сегодня школьники самые уязвимые, потому что время быстрое. Завтра они уже выедут в другие регионы, кто служить, кто учиться. Самое так уязвимое место – это старшеклассники. И наша задача, чтобы они не попадались на уловки интернет-сайтов, каких-то пришлых идеологов. Беседа носит не только профилактический, но и рекомендательный характер. Поэтому ребятам в который раз напоминает быть внимательными, бдительными, не заводить знакомства с сомнительными лицами, при малейших подозрениях сообщить взрослым и в правоохранительные органы. Руслан Албгачиев, Магомед Дидигов, Новости 24.